Церемония открытия памятника начинается с разрезания символичной красной ленты и возложения цветов. В мероприятии принимают участие местные жители, учащиеся школ, представители администрации, депутаты Народного собрания, общественники и не только. Слово взял первый вице-премьер Магомед Евлоев. В своем приветственном обращении он отметил важность сохранения памяти и героизма наших предков и современных защитников Родины. 14 тысяч наших земляков в годы Великой Отечественной войны приняли самое активное участие. Принимали участие во всех фронтах. Как отметил Ислам Магомедович, наши земляки принимали участие и в Курской битве, и в Сталинградской, и в защите Ленинграда. Наряду с Курской и Сталинградской битвой были ожесточенные бои под Малгобеком. В 1942 году на протяжении 3 месяцев город переходил 7 раз из рук в руки. И 3 января 1943 года город был победоносно освобожден. Сегодня наши земляки принимают активное участие в специальной военной операции. Та фашистская напасть, которая была 80 лет назад, вновь подступила к нашим границам. Не щадя своей жизни, принимая участие, стоя плечо к плечу друг к другу, наши бойцы справляются с поставленными задачами Верховного Главнокомандующего. Махмуд Алимак Шарипович неоднократно отмечал, что ребята, которые принимают участие, они защищают нас, подступы к нашей земле. На сегодняшний день у нас 4 героя России, множество орденоносцев, более 1800 государственных наград наших бойцов. Первая школа Икажева заслуженно стала обладателем памятника славы героям Великой Отечественной войны и аллеи участников специальной военной операции. Ее история уходит в далекое прошлое. В 1940-х годах на этом месте располагался военный госпиталь Советской армии, который поддерживал тыл в борьбе с фашистской Германией. За всю историю школа выпустила 2 героев России. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года, защищая свою республику, погибло 12 наших выпускников. Сегодня в специальной военной операции присутствует 21 выпускник, из них, к сожалению, 4 погибших и 3 без вести пропавших. Наша школа с гордостью носит имя Героя России, выпускника нашей школы Костоева Абубакара Султановича, трагически погибшего, защищая нашу землю от террористов. Один из известных выпускников первой школы Исаак Костоев, бывший следователь и прокурор, а ныне советник главы Республики Ингушетия. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти для молодого поколения. По его словам, эти 2 объекта будут напоминать школьникам о значимых страницах истории и вдохновлять гордиться своим народом. В Россию спустя почти 80 лет вновь приходится защищать Россию, защищать Отечество, защищать наши интересы и, в конце концов, защищать в том числе и наш многострадальный ингушский народ. Мне доставляет огромное удовольствие, что эти наши молодые люди, не жалея своих жизней, в числе первых показывают высочайшее качество мужественности, настойчивости и целеустремленности при решении задач. На мероприятии присутствовали и участники специальной военной операции, которым особенно приятно видеть, что их подвиг не забыт и в нашем обществе ценится по достоинству. Они отметили, что подобные мероприятия помогают укрепить связь между поколениями и поддерживают патриотический дух. В том числе и Россия, холи тахтахна измудой лохамы восстанавливать вордаш сахавачи историю ходатви кон ве хабойбо ве дизош дахи хам ходатви та из востан дячна со кахигачна диаврас хауцанда сало та та бахабо бо кегина холи в любом случае та не мохкулор бе Россия вори же холи кем бот сахамадо та та сдат сар сиудер жлахра тоже холи адик хамда за та в любом случае фунал рамод Цан гордость овды, тон гордость овды, стал в любом случае. Я раз ходил сидел, я молодецом, кахигачина. Ринулись ввысь самолеты, двинулся танковый строй. С песней пехотные роты вышли за родину в бой. Вся родина встала заслоном. Особенно трогательным моментом стало выступление школьников, для которых теперь во дворе родной школы появился свой памятник и аллея славы. Дети рассказали, что этот символ станет для них источником вдохновения и напоминанием о долге перед Родиной.
Мне приятно, что у нас открыли памятник наших героев Отечественной войны и также аллею славы, героев которых мы будем помнить, держать о них честь и не будем забывать о них до конца нашей жизни. Аллея, парка, памятника, суна холда, мол герою, он бя мол холдус. Завершилась церемония праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы школы. Звучали песни и стихи, посвященные героизму и любви к родине, создавая атмосферу единства и памяти. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Памятник и аллея станут важным местом для проведения уроков мужества и патриотических мероприятий, объединяя прошлое и настоящее в сердцах жителей Икажева. Адам Гулоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.